В Нижнекамске прошел конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов компании ТАИФНК, в котором приняли участие 17 работников. Для каждого это возможность улучшить свои профессиональные навыки и повысить производительность труда. Артур Васунов работает прибористом на ТАИФНК 1,5 года. Он контролирует правильную работу датчиков. На конкурсе хочет показать все свои профессиональные навыки. Для предприятия профессия прибориста особенно важна, так как вся технология в основном держится на расчетах и проверке. Я благодарен руководству за то, что они позволяют юным прибористам повышать свою квалификацию и профессиональные навыки. На этой площадке оттачивают мастерство электрогазосварщики двух компетенций – ручной и дуговой сварки, покрытым штучным электродом и не плавящимся вольфрамовым электродом. По заданию им нужно приварить детали для получения сосуда. Сварщик – востребованная профессия на производстве. От его действий зависит качество, время ремонта. Сокращается минимум простое технологического оборудования. На конкурсе профмастерства участвуют 17 работников предприятия ТАИФНК. Такие соревнования не только улучшают профессиональные навыки, но и помогают продвинуться по карьерной лестнице. Профессиональный рост на лицо – это наша лаборант. То есть была лаборантом, сейчас она уже инженер-химик в лаборатории. И наш сварщик, который республиканский призер, он уже на данный момент исполняющий обязанности мастера. Соревнования длились около 2 часов. Лучшим среди компетенций сварщик ручной и дуговой сварки покрытым штучным электродом стал Рустем Хуснуллин. Среди компетенций сварщик ручной и дуговой сварки не плавящимся вольфрамовым электродом Айнур Сафин. А у прибористов отличился Вадим Пахилюк. Не думал, что возьму первое место. Очень рад. Думаю, что в дальнейшем это даст мне карьерный рост, мотивация, чтобы дальше развиваться. Такие соревнования ТАИФНК проводят 2 раза в год. В ноябре свои профессиональные навыки покажут операторы, электромонтеры и лаборанты. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск.